Здравствуйте. Вечерний эфир на ТНВ продолжает программа «Вызов 112». В студии Матвей Опросин о самых резонансных происшествиях этого дня в ближайшие 10 минут. Уголовное дело заведено в отношении мужчины, который напал на детей с перцовым баллончиком в Казани. Мы узнаем подробности скандального происшествия. Дешевки! Дешевки! За детьми своим смотрите! Подавитесь! Согласилась поменять электросчетчик и потеряла 600 тысяч рублей. Подробно расскажем о мошеннической схеме, от которой пострадала женщина из Чистополя. Нужно это делать все очень-очень быстро, потому что они наберут на вас кредит, и вы просто не расплатитесь. А был ли третий? Покажем кадры с места ДТП в Казани и узнаем, кого винят в нем его участники. Тут препятствие было, тут работы велись, баннер меняли. Все это и не только. Прямо сейчас. В отдел полиции «Гвардейский» в Казани поступило несколько заявлений от граждан о том, что неизвестный мужчина распылил перцовый баллончик в сторону группы детей и несколько раз ударил одного из них. Полицейские установили личность подозреваемого. Сегодня стало известно, что на мужчину возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Подробности истории, всколыхнувшей социальные сети, в репортаже Диляры Хабибулиной. Что вы будете все беременны и не доживете до 16. Это она не мне говорила, она там подросток. Пожилую женщину, которая пугала детей во дворе дома на улице Джаудата Файзи, знают давно. А вот ее сына видели редко. Тем страшнее для ребят оказалась внезапная агрессия со стороны взрослого мужчины. Эти кадры сняты на камеру видеодомофона. Мы находимся на том самом месте, где мужчина напал на детей. По словам соседей, его здесь ранее не встречали. Здесь проживает мама нападавшего. На агрессивное поведение женщины давно жалуются жители подъезда, но такого развития событий никто не ожидал. Чем вывел из себя взрослого мальчик 10-12 лет, осталось за кадром. Видео, которое разошлось по сетям, начинается с того, что мужчина выбегает из подъезда и набрасывается на ребенка с кулаками. После пытается сломать его самокат. Произошедшее возмутило остальных ребят. Они собрались у подъезда. Дальнейшее действие происходило на глазах у соседки. Дети просто подбежали, спросили, видела ли я, как мужик со второго этажа избил мальчика. Я говорю, нет, я не видела, я говорю, только что села. И они просто начали показывать, что вот они здесь, вот здесь живут, и эта бабушка уже вышла, там их начала матерными словами мальчиков обзывать. Там девочка одна кричала, говорила, что а зачем вы моего братика избили? Она говорит, я тебя вообще, ты там на шее, такая-сякая, вообще у тебя ничего не спрашиваю. И вот буквально, получается, она орет через окно, и в этот момент выбегает ее сынок. Иначе начинает уже рыскаться. По словам очевидцев, от газа пострадали двое мальчиков 7 и 11 лет. Соседи утверждают, что всегда ответной реакцией пожилой женщины на любое обращение к ней была агрессия. Мы лично убедились в этом после того, как она заметила нашу съемочную группу. Хайп ловим, давайте, вам не делать. Вам не делать. Дешевки пришли свою копеечку зарабатывать. Дешевки! Дешевки! За детьми своим смотрите! Подавитесь! Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на детей. О ходе расследования и результатах мы обязательно расскажем. Диляра Хабибулина, Анвар Шерифулин, «Вызов 112». На улице Гагарина в Казани столкнулись «Лада» и «Хёндай». По предварительным данным, водитель отечественной легковушки при развороте от обочины не убедился в безопасности маневра. В то же время он предположил, что второй участник аварии превысил скорость. Так ли это, разберутся в госавтоинспекции. Люди в аварии не пострадали, машины получили незначительные повреждения. На Горьковском шоссе в Казани произошло ДТП с участием «Джили» и «Фольксвагена». По предварительной информации, машины двигались попутно в сторону города. Авария случилась в момент резкого перестроения одного из автомобилей. Водитель китайской иномарки утверждает, что на дороге велись работы, а второй участник обвиняет неизвестного водителя на джипе, который, по его словам, скрылся с места происшествия. Подробности далее в нашем репортаже. Состояние еще такое. Шоковое состояние. Спустя время после столкновения участники аварии все еще находились в шоковом состоянии. По словам водителя «Джили», одну из полос движения занял грузовик с подъемником бригады, менявший рекламный баннер. Поэтому видимость была ограничена. Именно это, по его мнению, стало причиной столкновения попутно двигавшихся автомобилей. Тут препятствие было, тут работы велись, баннер меняли. Я по среднему ряду ехал. А другая машина?
в другой полосе. После удара китайскую иномарку развернула и выбросила на металлическое ограждение. Второй участник аварии, водитель «Фольксвагена», заявил, что перед ним резко затормозил неизвестный джип, после чего ему пришлось перестроиться на среднюю полосу, где в этот момент ехал Джили. А это пердук, вообще там знак ставили, это, как его даже, это ничего не было, работники. Передо мной машины было, вырезался и убежал. Вас тоже врезались? Да, конечно, нам помеху дали и убежал. У немецкой легковушки повреждения незначительные, чего не скажешь о китайской иномарке. Самостоятельно покинуть место происшествия смог лишь один автомобиль, второму пришлось вызывать эвакуатор. А вот был ли третий участник в этой аварии или рассказ о неизвестном джипе, лишь попытка уйти от ответственности, станет ясно после изучения всех обстоятельств на разборе в госавтоинспекции. Нафиса Минязова, Диляра Хабибулина, Анвар Шерифулин. Вызов 112. Жительница Чистополя лишилась 600 тысяч рублей после общения с мошенниками. Она назвала им все запрошенные данные после звонка от якобы работницы Татэнергосбыта. Далее в разговор вступили лжепредставители силовиков, которые окончательно запутали женщину, заставили оформить кредит и перевести деньги. Потерявшая свои сбережения подробно рассказала о схеме обмана в надежде, что ее печальный опыт научит других осторожности. Вчера мне позвонили с Энергосбыта и сказали, что нужно менять счетчик, хотя счетчик у нас исправный. И когда я согласилась на это, они мне сказали, что сейчас мне на телефон придет номер этого договора. Я, открыв сообщение, там был 4-значный номер, я его продиктовала. Мы уточнили в Татэнергосбыте, могут ли абонентам поступать звонки от имени компании. Да, сотрудники Татэнергосбыта могут позвонить, чтобы договориться о дате и времени установки счетчика. На что нужно обратить внимание? Сотрудник Татэнергосбыта никогда не будет просить у вас код подтверждения или персональные данные. Не будет просить деньги и предлагать как-то ускорить процесс установки. Женщине объявили, что она стала жертвой мошенников и стали откровенно запугивать и торопить. Это мошенники, они сейчас на вас возьмут кредиты, и они начал, значит, он мне говорить. Сейчас нужно это делать все очень-очень быстро, потому что они наберут на вас кредиты, и вы просто не расплатитесь. И говорит, смотрите сообщение, и там было несколько банков, в которых уже были сделаны заявки. Аферисты продолжали накручивать женщину, убеждали, что все ее накопления под угрозой, слали смски с мнимыми заявками на кредиты и даже фото фейковой нотариальной доверенности на распоряжение всем ее имуществом. Мошенник не прерывал связь с жертвой, был вежлив и уверял, что только помогает. А параллельно, пользуясь волнением, выспросил, в каких банках она имеет вклады. Он мне назвал все номера карт, все назвал, и он у меня спросил, а до какого периода эта карта? И сзади 4-значное число, я ему тоже его сказала. И потом у меня приходит друг, я захожу в онлайн-банк, и ко мне приходит 600 тысяч денег. Я говорю, подождите, это деньги не мои. Он говорит, ну вот видите, мы уже не успели, и на вас мошенники оформили эти деньги. Теперь эти деньги нам нужно перевести, и потом вы снимете туда наличные деньги. Аферистам удалось убедить жертву собственноручно отнести сумму в другой банк. Правда, под видом так называемого безопасного счета скрывался сообщник мошенников. Да и само название «безопасный счет» уже не используется. Преступники придумали другое громкое название. Когда я их получила, они были помеченные. Я этими деньгами не могу нигде распоряжаться. Они ложатся на ЦБ-банк, эти деньги. И потом ЦБ-банк сам погашает кредит. Я, конечно, в это поверила, и я эти деньги перевела. По аналогичной схеме была обманута еще одна женщина в Чистополе, которая перевела мошенникам 63 тысячи рублей. Полиция рекомендует быть бдительными и не сообщать личные данные по телефону. Олег Хайрулин, вызов 112. Ну а теперь к приятным новостям. Таких героев на дорогах немало, но сегодня мы расскажем только о двух из них. На обочине дороги при въезде в Казань мужчины увидели автомобиль на аварийках. Рядом стояла женщина с ребенком. Они, не задумываясь, остановились. Как оказалось, автоледи пробила шину. Молодые люди привезли другое колесо и сами его заменили. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.